Хранилищем изначальных духовных ценностей и мировоззрений древних саха является Олонхо, шедевр устного народного творчества. Эпос донес до наших времен древние знания, утраченные обряды и уклад жизни прародителей саха. Известный якутский этнограф, историк, автор уникальных монографий по фольклору и устному народному творчеству саха Гавриил Ксенофонтов был убежден в том, что народная память в виде устных преданий хранит сведения о реальных исторических событиях. И, следовательно, можно пытаться восстановить эту историю путем тщательного сопоставительного анализа записей устных преданий. Мистико-героический эпос саха издавна привлекал внимание ученых и образованных людей. Возможно, сразу после вхождения Якутии в состав российского государства просвещенный люд начал интересоваться феноменом Олонхо. Первая научная и литературно обработанная запись Олонхо была сделана просвещенным якутянином Афанасием Уваровским. В 1848 году вместе с воспоминаниями Уваровского была напечатана и запись Олонхо «Рейдях Бруйдах Эрсолотов» с построчным немецким переводом. Олонхо было записано по памяти в Петербурге. Эпос был записан на якутском языке, алфавитом, созданным индологом и санскритологом Отто фон Бютлингом. Поражает богатство и изысканность языка этого произведения, записанного Уваровским. Запись Олонхо, мастерски воспроизведенного автором, является свидетельством необыкновенного таланта самого Уваровского, сумевшего передать красоту, богатство и особенность Олонхо. Все, кто сталкивался с Олонхо, все отмечали витиеватую красоту изложения, торжественность стиха, языковое богатство, необычное, почти оперное исполнение этих древних сказаний. Академик Александр Миндендорф в путешествиях на север и восток Сибири опубликовал Олонхо Редельберге. Якутский текст этого Олонхо был перепечатан в образцах народной литературы якутов под редакцией Эдуарда Пекарского. Известный революционер, народоволец, русский фольклорист Иван Худяков, сосланный на вечное поселение в город Верхоянск, записал несколько Олонхо, сравнивал по красоте и величию эпос саха с произведениями великого Гомера. Другой исследователь, Вацлав Серошевский, который провел в Якутии 12 лет как полицейный, тоже оставил уникальные заметки по Олонхо, которые касаются исполнения этого эпоса, подобное итальянской опере. Серошевский был потрясен талантом олонхосутов того времени, видел в их творчестве нечто мистическое и таинственное, которое мало поддается уму обыкновенного человека. Олонхо, как шедевр устного народного творчества, сохранился благодаря Платону Аюнскому. В конце 20-х, в начале 30-х годов Аюнский записал по памяти крупный эпос Олонхо «Нюргун Батур Стремительный», собранный из нескольких десятков Олонхо. Его объем свыше 36 тысяч стихотворных строк. Олонхо «Нюргун Батур Стремительный» не полностью народный эпос. Это детище поистине великого Аюнского, выстраданное и порожденное им. В деле собирания и изучения Олонхо многое сделано нашими учеными Аюнским, Эргисом, Гавриилом Ксенофонтовым, Поповым, Васильевым, Пуховым, народным писателем Сораном Аллоном, фольклористами Сегенбола, Саввиным, Поповым и еще многими другими энтузиастами-собирателями. В Москве, Ленинграде и Якутске были изданы много Олонхо. И в наши дни продолжается интенсивное изучение эпоса народа саха.